Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы продолжаем передачу «Буддийский путь». И на прошлой передаче мы рассказывали о буддийской системе образования. И мы говорили о 3 волнах воспроизводства нашего тувинского духовенства. Что впервые обучались наши хураки в Иволгинском дацане в Республике Бурятия практически с конца 80-х, 90-х годов шло пополнение буддийской интеллигенции именно из Иволгинского дацана. Далее в 91 году открылся путь в монастырь, в буддийский университет в Санкт-Петербурге. И 3-я волна – это Дрепун Гоманг. В 1997 году уехали первые 5 хураков, которые начали обучаться в Гоманге, в тибетском монастыре по древнейшей системе образования. И сегодня мы бы хотели показать вам основные эти университеты, фотографии, поделиться с этими фотографиями, которые были сделаны 5 лет назад, 10 лет назад. И мы посещали эти дацаны, эти университеты и монастыри, интересовались, чему обучаются хураки, ученики. И Иволгинский дацан, он был возобновлен в 60-е годы. И из нашей республики уехали Кеден Цюрюн Пашкы и Терекомбу Пашкы. Это те учителя, которые сохранили преемственность тувинского буддизма. И они служили в Иволгинском дацане, и благодаря им был построен дом. И этот дом, там прям написано «Тавакурененің сары шажының төле пажыңы, төле төбі». Или на русском языке означает «буддийское землячество Республики Тыва». И этот небольшой дом был построен в конце 70-х годов. И сейчас ежегодно туда поступают наши тувинские хураки и обучаются в буддийском университете в Иволгинском дацане Республики Бурятия. А также, если на фотографию вы посмотрите, то мы взяли алтарную часть этого домика, и в этом домике есть комнаты для проживания, есть кухня и вот алтарная часть кунгурва, где расположены объекты 3 драгоценностей, как изображение Будды, дхарма – это священные книги, сутры, а также реликвии. И на этой фотографии есть центральная фигура, вот в середине прям расположена фотография Кенден Хомушку Кенден Цюрюн Пашкы. Следующий университет, буддийский университет, который находится в Гоманге, в Южной Индии, в штате Карнатака. Гоманг, на прошлой передаче мы рассказывали, когда он был построен и кем был он возведен. И сегодня ежегодно около 5 хураков уезжают туда учиться, и они проходят 16-летний курс обучения. И мы рассказывали о поэтапном пути обучения, что в течение 4 лет они обучаются логике, они познают действительность, они логически доказывают, распознают те или иные объекты. Далее на втором курсе переходят парчин, предмет пражняпарамиты, и на этом курсе они изучают сознание и наивысшую степень сознания, или мудрость, постигающую пустоту. Пражняпарамита означает запредельная мудрость. И на этом курсе они обучаются в течение 6 лет. После 6-летнего обучения сдают экзамены
письменные и устные, и далее переходят на третий курс. Это курс Мадхьямики или воззрения, философского воззрения срединного пути. После того, когда они завершают этот курс, они тоже сдают экзамен, дебатируют, получают баллы и переходят на следующий курс, это Абхидхарма. В течение 2 лет обучившись, тоже сдают экзамены и переходят на 5-й курс. И в течение 2 лет обучившись там, тоже сдают экзамены и так далее. То есть это 16-летний цикл обучения. Еще раз, первый курс 4 года, второй курс это 6 лет, третий курс это 2 года, 4-й курс это тоже 2 года и 5-й курс тоже 2 года. Итого 16 лет. После завершения 16-летнего курса получают они степень Гише. Это научная степень, означает, как у нас называется, кандидат наук. И поэтому те ребята, которые уезжают учиться, они должны обладать очень острым интеллектом, старанием и интересом, что это был их собственный интерес, а не по подсказке близких, родственников. Потому что когда человек заинтересован в получении знаний, он идет по правильному пути и достигает своих целей. И когда есть интерес к наукам, когда есть интерес к познанию, те ребята успешно дебатируют, успешно заканчивают курсы и переходят на более высокие курсы. И мы слышали, что обучившись 10 лет, ребята только потом понимают суть того, чему они научились. Потому что в первые годы изучаются определенные механизмы дебатов. И эти механизмы, они продлеваются в течение 16 лет. А дебаты — это техника достижения истины, техника познания истины. Только споря между собой, опираясь на определенные трактаты, узнаются новые темы, узнаются новые тематики. И в течение 16 лет все ребята отверженно отдают свое драгоценное время, отдают свои молодые годы в познании истины. И отказавшись от удовольствий, отказавшись от различных мешающих факторов, они сосредотачиваются только на обучении. И Дрипунгуманг это университет, где основными комментариями являются Кунчен Джамян Шепа. Это тот учитель, который обосновал и создал систему обучения. И в каждом университете есть свои подходы, свои техники, методики. Но наши тувинские ребята, они идут по тем стопам, которые проходили наши тувинские ламы в начале 20 века, в 19 веке. Они пешком ходили и добирались до Улан-Батора, до Лхасы, до Тибета и получали эти драгоценные знания. И их путь был очень самоотверженным. И наши хураки, зная об истории тувинского буддизма, они также вдохновляются и стараются. И мы слышали, что самые лучшие баллы получают наши тувинские хураки. И когда вы сейчас посмотрите на фотографии, мы посещали общежитие, где жили тувинские хураки, и в каждой комнате есть алтарная часть кунгурва. И если заметите, там только все полки переполнены книгами. И эти книги, они заучивают наизусть, они запоминают.
И каждый день стараются заучивать по 3, 5 и 10 страниц ежедневно. И процесс заучивания очень способствует развитию памяти. А процесс дебатов способствует развитию острого интеллекта. И можно сказать, что эта система направлена на аналитическую медитацию, когда постоянно требуется не только слушание, но и анализа этой темы, постоянное размышление и обдумывание темы. И вы представляете, что в течение 16 лет, когда мозг направлен на запоминание, на заучивание, на осмысление и на практику, то приобретаются совершенно уникальные интеллектуальные способности. Человек по-другому начинает мыслить, не как обыденно, не как повседневно, как мы привыкли, а это необычное такое мышление. И поэтому, когда мы видим наших учителей, тувинских учителей и хураков, когда мы видим людей в красном одеянии, только из-за этого можно уважительно относиться к учителям, потому что это люди, которые обладают драгоценными знаниями. И система обучения в простых университетах, как бы в мирских университетах, и процесс обучения в буддийских, в духовных университетах — это совершенно две разные системы обучения. Если мы в школе и в университетах, в колледжах буквально получаем знания, которые необходимы для жизни, жизненных работ, для зарабатывания денег, то буддийское образование, оно предназначено для правильного восприятия жизни, для правильного осмысления, для того, чтобы понять смысл, основной смысл жизни. И это образование, оно долгосрочно, и нужно думать, что, вступая на этот образовательный путь, я даю не только эту жизнь, но и буду посвящать и следующей жизни, и буду постоянно учиться, как завещал Владимир Ильич Ленин. Он говорил: учиться, учиться и учиться. И в буддийском образовании требуется не только там 5 лет, это еще раз долговременно, в течение всей жизни, до конца жизни. И не только в этой жизни, но и в следующих жизнях мы познаем, мы изучаем. И жизнь в жизнь мы накапливаем мудрость, мы развиваем эту мудрость и понимаем, открываем новые свои способности, новые свои возможности. И если вы посмотрите фотографии, где расположены вот кунгурва на алтаре у учеников Дрипунгоманги, то там все учебники написаны на тибетском языке. Поэтому те ребята, которые уезжают учиться, они в первую очередь, конечно, осваивают тибетский язык. Бывает, что и санскритский язык. Далее бывает, что в течение 10 лет они осваивают хинди, чтобы разговаривать с индусами, с тибетцами, с бутанцами, с непальцами, то есть с разными народностями. Естественно, изучают они английский язык, чтобы общаться с учеными с разных стран Америки, Европы, из России. А также изучают монгольский язык, потому что Тувинский канцен или Тувинское землячество находится рядом с Самло канценом, а Самло — это монгольское такое землячество. И тувинцы проживают, их общежитие находится между монгольским канценом и бурятским канценом. И все это вместе называется Самло канцен. И, естественно, тувинцы, как тюркоязычный народ, зная свой родной язык в совершенстве и хорошо говоря на своем родном языке, конечно, в любой среде за пределами Тувы они совершенствуют свой тувинский язык и изучают языки соседних стран, соседних регионов. И
помимо изучения языка требуется еще адаптация к культурным особенностям, к климату, специфичному климату Индии или это Монголии, потому что там в сезон дождей, когда постоянно идут дожди, когда есть всегда влажность, когда вода является не такой чистой, как у нас в Туве, там воду фильтруют, и поэтому вот эти бытовые сложности и бытовые особенности приводят тоже к определенным трудностям, и в том числе питание, потому что в Индии питаются совершенно по-другому. И мы хотели бы сказать, что все тувинские хураки, все ученики, которые обучаются в буддийских университетах и уезжают за пределы своего родного края, обучаясь в другой стране, им приходится переходить постоянные трудности, не только перелеты, границы, визы, самолеты. А раньше, еще раз, наши предки ходили пешком, чтобы обучаться, а пешком шли они в течение 3-6 месяцев и добирались, обучались там и возвращались обратно в нашу республику и строили уникальные монастыри, преподавали, давали и даровали учения нашему тувинскому народу. И сегодня вот этот процесс, он существует, сохранилась у нас преемственность тувинского буддизма и буддизма в Туве. И наши ребята являются продолжателями буддизма в Туве. Они являются хранителями этих драгоценных знаний. И что касается хранения знаний, то в Институте гуманитарных исследований тоже имеются сутры, где они хранятся в научном архиве при ТИХПИ, а также есть сутры, которые хранятся в Национальном музее Республики Тыва. И очень много есть этих сутры, они тоже написаны на тибетском языке, старомонгольском языке. И это является доказательством того, что тувинский народ, тувинские учителя, они были связаны с буддизмом, они обучались и получали эти драгоценные знания. И мы знаем, что эти знания достигаются не так просто. Нужно переходить трудности, нужно добывать эти знания, нужно искать эти знания, нужно встречаться с учителями, чтобы получать от них устную передачу, получать у них знания, тексты. И было бы хорошо, если мы помогали нашим тувинским учителям, нашим ученикам, которые обучаются в университетах. И было бы хорошо, как в других странах, республиках мы поддерживали, давали бы стипендии, создали бы систему поддержку для тех людей, которые отдают свою жизнь именно обучению и практике. И таким образом весь народ, все люди, которые будут заинтересованы в духовном развитии, они будут все создавать все причины для того, чтобы накапливать добрые дела или добродетель. И поддерживая друг друга, мы добьемся основной нашей цели – это развитие, это наивысшего развития. И пожелаем всем нашим учителям, которые сейчас в данное время проводят обучение и даруют нам лекции на тувинском языке, мы пожелаем, чтобы они вновь и вновь приходили и возвращались в родной край и давали нам учения, помогали нам осваивать эти знания. А знания основаны на таких трактатах, как Праманавартика Дхармаркити, это Абхисая Аламкара, труд Майтреи, это Мадхьямика-аватара, далее это Абхидхарма-коша, труд Васубанху. И вот эти знания, они хранятся в сутрах, в книгах и в умах наших тувинских учителей. Пожелаем нашим учителям
Всего хорошего. До свидания. Om